В Камрате состоялся громкий и масштабный митинг. Участники организовали акцию протеста, требуя от правительства страны отменить договор о концессии земель. Данный вопрос затрагивался и на предыдущих митингах, а народные возмущения все нарастали. Работы по исследованию земли без согласия населения страны являются незаконными. Закон об особом правовом статусе Гагаузии, а также статья 111 Конституции Республики Молдова гласят: все природные ресурсы, находящиеся на территории автономно-территориального образования, являются собственностью народа Республики Молдова и одновременно экономической основой Гагаузии. Земля, недра, все принадлежит народу Республики Молдова, является экономической основой Гагаузии. Мы, как граждане Республики Молдова, являемся народом Республики Молдова. То есть оно принадлежит нам. И самое важное, что экономической основой Гагаузии является. Это нельзя отнять. Поэтому без согласия Гагаузии ни один договор, концессионный или другой, касающийся Гагаузии, не может быть принят и вступить в силу. По мнению экс-депутата Народного собрания Гагаузии, концессия – это не что иное, как отказ от нейтралитета. Что значит такое концессия? Это фактически отказ от нейтралитета. Это фактически отказ от нашей независимости. Кто позволил им отдавать мою землю? Мы сегодня здесь. Дабы развеять тени до понимания о природе концессионного договора, Камрат посетил депутат парламента Корнел Дудник. Выступая на митинге, он рассказал о том, что молдавская земля в концессию была сдана еще много лет назад, но только другой компании, срок аренды которой истек, и именно по этой причине правительство Молдовы решило возобновить процесс георазведки. Еще в 1995 году в Молдавии была сдана в концессию территория юга Молдавии американской компанией под названием Редека ЛТД. Значит, контракт предусматривал 20-летний срок действия. В 2007 году американская компания Редека ЛТД отказалась от проведения исследований и добычи полезных ископаемых углеводородов на территории республики. И тогдашним правительством Республики Молдова было принято решение о передаче прав на концессию этой американской компании Редека ЛТД другой компании Валикс Кип, которая сегодня занимается добычей газа и нефти на территории Кагульского и Кантемирского районов. Контракт о концессии в 2007 году, о передаче прав концессии в 2007 году подписывал министр экономики, нынешний президент Республики Молдова господин Додон. В 2016 году заканчиваются сроки действия этого контракта, про который я вам говорил. Поэтому правительство Республики Молдова принимает решение возобновить эти процессы по поиску газов, натуральных газов, не газов сланцевых, а натуральных газов на территории Республики Молдова. Как утверждает Корнел Дудник, подписание концессионного договора ни для кого не является тайной, и вся информация публично опубликована. Этому предшествовало 3 постановления правительства. Все эти постановления правительства были опубликованы публично. Все эти постановления правительства происходили в открытом режиме, в режиме онлайн, как это происходит постоянно. Во всех этих постановлениях правительства, которые касаются концессии, о которой мы сегодня говорим, участвовал Башкан Гагаузии. Речь не идет ни о каком сланцевом газе. Речь идет сугубо о природном газе, который у нас уже есть и который добывается на территории Валенского и Кантемирского района. И нефть на нашей территории также есть. Депутат пытался убедить всех собравшихся в том, что речь не идет о добыче сланцевого газа. Однако участники митинга твердо стояли на своей позиции, а попытка задать вопрос депутату не увенчалась успехом. Вот, уважаемый товарищ, проплаченный, проангажированный этой властью. А куда вы уходите? Я же вам задаю вопрос. Он ссылается на документы, которые были опубликованы. На каком языке они были опубликованы? Кто их читал вообще? Кто нас вообще считает за людей? У нас румынский язык, понимаете? Экология и так зашкаливает, люди умирают от рака, от различных заболеваний. А теперь у нас еще и сланцевый газ. И все это под таким лозунгом, что они пекутся о нашем благосостоянии. Они пекутся больше о своем кармане. Участники митинга считают, что людям предоставляется информация лишь о том, что им позволяют знать. Обо всем остальном ведают только участники подписания договора. Он забыл нам прочитать, что написано в постановлении за скобками и между строчками. Это постановление для, извиняюсь за выражение, для народа, которого они не считают ни за что, к сожалению.
а между собой они четко понимают, о чем идет речь. Это первое. Что касается компании «Редека», я лично знаком были в 90-х годах. Эти ребята, когда начинали проводить разработки, они к нам приезжали. Свидетели Михаил Васильевич, Леонид Федорович, Кырмызы тогда были. Наш человек 10, они четко разложили нам их позицию. Но это было где-то, они уже год добывали, и после этого они сказали, что, ребята, здесь делать нечего. Граждане Гагаузии не хотят давать согласие на проведение георазведки, если даже она не приведет к добыче сланцевого газа. Это концессия, даже если это не сланцевый газ, руки прочь, никто не знает. Ночью опять это все выбираете. Как выбирается ваше правительство, так и эти договоры, которые не знают. Вы должны посоветоваться с нами, господин депутат, и посоветоваться с народом. И тогда вопросов нету. Мы можем сами добывать. Пусть дадут нам эти кирки, сами люди будут себе добывать. А что это он приедет, заберет весь газ и нефть, даст здесь по одному лею. Жители автономии считают, что их пытаются ввести в заблуждение. И концессионный договор прямо предусматривает добычу сланцевого газа. Мне кажется, что есть какой-то подвох в этом. Смысл того, чтобы ставить миллионы, разведывать и сказать: ребята, у вас есть, и мы уезжаем. Смысл, вот логика в этом есть? Нету логики. Если они вложат деньги для разведки, они обязательно его достанут отсюда. Газ сланцевый не нужен, пускай идут, делают свое в Америке. У нас с России газ идет нормально, а сланцевый газ не нужен. Он отравит нас, и вода пропадет, все пропадет. В первую очередь, для того, чтобы сделать разведку, это огромные деньги. Они уже разведку сделали. Они уже знают, что она тут есть. Понимаете, они уже знают, что здесь им сейчас надо там, здесь зайти и посмотреть, где лучше. Уже разведка была она. Просто так никто никуда не пойдет. Я считаю, что самое главное, надо прислушиваться к мнению народа, так как эта земля принадлежит молдавскому народу, гагаузскому. Митингующие обратились к Народному собранию Гагаузии с требованием созвать специальную сессию с двумя вопросами – об отмене договора о концессии и по снижению штрафов.